Зима начинается с Якутии. Именно так называется ежегодный фестиваль, проходящий в нашей республике. Он посвящен зиме, вечной мерзлоте и северному гостеприимству. Помимо всего, является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в регионе и направлен на закрепление в регионе брендов, связанных с климатическими особенностями нашей республики. В этом году фестиваль прошел в юбилейный 10-й раз. По традиции было проведено всевозможное количество разных мероприятий. В столице региона проходило первое выездное заседание по вопросам научно-технологического обеспечения развития арктической зоны России. В мероприятии принимали участие члены-корреспонденты Российской академии наук из Архангельска, Карелии, Москвы, а также ряд других ученых, но все это было в формате онлайн. Вопросы развития арктических зон являются актуальными не только для нашей страны, но и всего мира. По итогам этого заседания были прописаны пожелания и рекомендации, а также конкретная программа по дальнейшему изучению Арктики и Севера. Нам необходимо объединять усилия для того, чтобы максимально полно развивать исследования в этой зоне страны, которая критически важна в целом для развития экономики, социальных условий жизни в Арктике. И мы нацеливаемся на целый спектр задач, в том числе, в частности, о развитии биотехнологий в арктической зоне, о добыче биоресурсов в Арктике. И здесь у нас очень много возможностей для взаимодействия. Надо не замыкаться в одном регионе, а действовать сообща и вместе. Это вопросы лесовосстановления, это вопросы, например, аквакультуры. Целый спектр задач – это, конечно же, работа по здоровью населения, по здоровьесбережению, по развитию социальных условий для жизни в Арктике. Это огромный спектр задач, по которым мы можем работать вместе и должны работать вместе. Одним из ключевых и немаловажных мероприятий – это торжественное зажжение огней на главной новогодней елке республики. В праздничной церемонии принял участие якутский властелин холода Чисхан. Якутяне и жители других регионов России наблюдали за церемонией онлайн. Трансляцию вели наши телеканалы НВК «Саха», Якутия-24, а также соцсети. Огни на главной новогодней елке республики вместе с Чисханом зажег глава региона Айсен Николаев. Кроме того, всех россиян с наступлением зимы поздравил Дед Мороз из своей резиденции в Великом Устюге. Зрители трансляции увидели, как одновременно загораются огни на елках в разных городах и районах Якутии. Здравствуй, здравствуй, белоснежная морозная Якутия! Здравствуйте, дорогие мои друзья! Примите мои волшебные приветы из сказочного Великого Устюга! Сегодня у вас проходит красивейшее событие. Республиканский фестиваль «Зима» начинается с Якутии. А это значит, что с этого дня наступает самая настоящая зима, которая принесет нам множество чудес и прекрасных мгновений. И это неспроста, потому что именно в Якутии находится самая холодная точка Земли, где живут отважные люди, которые являются хранителями зимнего холода. А в самом начале зимы щедро делятся с нами морозами и причудливыми снежинками, родные мои. Пусть ваш праздник станет самым волшебным подарком детям и взрослым, а приближающийся Новый год будет таким же светлым и чистым, как якутские снега, добрым, как гостеприимные жители Якутии, и веселым, как этот замечательный фестиваль. Также в Якутске в очередной раз прошел гастрономический фестиваль-конкурс «Вкусы Якутии». За победу в этом году боролись 11 ресторанов. Они предлагали жителям и гостям столицы свои лучшие блюда якутской кухни, народов Крайнего Севера и Арктики в современной подаче. По требованиям организаторов сет должен был состоять из горячего и холодного блюда, салата, десерта, выпечки, а также холодного и горячего напитков. Нововведением этого года стало то, что в рамках фестиваля проводился республиканский конкурс среди студентов-поваров. За звание лучшего в своем деле боролись учащиеся городского, Намского и Сунтарского техникумов.
конкурс у нас проходит по таким оценкам, как подача блюда, как, значит, сервировка блюда, интересное, значит, сочетание вкусов, ингредиентов, но и самое главное – это применение именно наших локальных продуктов, и которые здесь произрастают, которые здесь мы добываем, да, и, конечно, это использование нашей оленины, жеребятины, белой рыбы, чир, омуль, ну и, конечно же, используем сейчас в этом году наши овощи, которые произрастают в наших теплицах Саюри. А в парке «Северное сияние» на 202-м микрорайоне другие мастера воплощали свои фантазии в ледовые скульптуры. С 28 ноября по 2 декабря открытый городской конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии» проходил в 6-й раз. В нем принимали участие 20 команд из Якутска и 8 районов республики. По ледовым скульптурам в этом году у нас прошел на очень интересную тему по мотивам современного кино. Работы получились отличные, персонажи из фильмов, начиная от Чаплина, заканчивая до Джека Воробья. Будет интересно нашим гостям. По снегу у нас конкурс прошел на тему «100 лет ЯССР». Ледяной взгляд, уверенная походка и около 200 нарядов. Третье по счету грандиозное представление Arctic Fashion Show собрал в этом году 26 модельеров, где каждый дизайнер одежды представлял порядка 6-7 нарядов, специально сшитых для этого показа. Мамонты спасают слонов и цифровизация Арктики. Вот основная тема, которую выбрали организаторы в этом году. А воплотить ее помогла якутянка, известный в России стилист Гала Борзова. Сам же модный показ посвящен памяти Варвары Филипповой, модельера и инициатора Arctic Fashion Show. Все наряды, которые есть у Варвары Филипповой, вообще даже, наверное, самые первые, даже первые показы, которые много лет назад она создавала, они все были легкие. Они все были легкие и воздушные. Даже цветовая гамма у нее всегда очень мягкая, такой пастельные тона. Есть, конечно, яркие пятна, да. Ну, то есть Варя сама такая по жизни была, да. То есть она всегда легкая, воздушная. А насколько она не по годам мудрая, да. То есть она была младше нас всех по возрасту. И когда я приехала сюда, я увидела, что многие действительно сделали то, что объявили в заявке, я искренне удивилась. Очень хороший уровень, очень самобытно, очень интересно и действительно отличается от того, что происходит в фэшн-пространстве. То есть здесь есть именно уникальность. Зарождение фестиваля относят к 2009 году. Именно тогда в Якутии прошел первый конкурс «Строганина», где определяли мастеров по строганию рыбы. Но сам фестиваль прошел в первый раз в 2011 году по инициативе Айсена Николаева. Тогда он занимал пост мэра города Якутска. Но давайте вспомним, как это было в самом начале. Новое дыхание и широкий размах фестиваль приобрел в 2012 году при поддержке Айсена Николаева. Праздник включал уже множество масштабных мероприятий. Это конкурсы снегурочек, бриллиантовые нотки, театр моды, фестиваль зимних видов спорта. Впервые Дед Мороз и Чисхан встретились в Якутске в этом году в рамках всероссийского тура Деда Мороза и фестиваля «Строганина-2012». Тогда Чисхан передал Деду Морозу символ холода. В 2013 году в рамках праздника прошли конкурсы снегурочек, бриллиантовые нотки, театра моды, фестиваль зимних видов спорта. Всех не перечислишь. Фестиваль начался в царстве вечной мерзлоты, круглогодичном, подземном, ледяном мире якутского властелина холода Чисхан, мифического образа быка зимы. В 2014 году в рамках зимнего фестиваля впервые стартовал гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» – главное нововведение этого года. Это была отличная идея, поскольку якутская кухня заслуживает особого внимания, и гастротуризм невероятно популярен во всем мире. Свои лучшие блюда представили самые лучшие рестораны Якутска. Также состоялся международный конкурс шеф-поваров «Путешествуй за вкусом», в котором участники готовили фирменные блюда на глазах зрителей и провели мастер-классы. В 2015 году Якутия принимала делегацию Ростуризма, Деда Мороза из Великого Устюга, National Geographic Россия и туроператоров. Был проведен семинар для представителей турбизнеса Якутии на тему формирования туристических маршрутов.
В 2016 году прошло множество мероприятий, некоторые из которых стали уже традиционными. Это Международный гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», конкурс культуры «Бриллианты Якутии», фестиваль зимней одежды «Тепло Якутии», национальной одежды «Палитра Арктики», чемпионат по зимней рыбалке, конкурс снеговиков и множество других событий. В 2017 году зимний праздник, дающий старт новогодним торжествам, посетили 100 туристов из Японии. Они прилетели чартерным рейсом. В конкурсе ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии» участвовали команды из Исландии, Японии, Канады, Китая и близлежащих регионов страны. В насыщенную программу фестиваля было включено посещение Амиконского улуса, где находится полюс холода. Там был официально открыт сквер «Полюс холода» и электронный термометр с трансляцией в режиме онлайн показателей температуры в сеть интернет. В 2018 году в программу фестиваля вошли более 30 мероприятий. Данное событие объединило 20 туроператоров для того, чтобы разместить многочисленных гостей из зарубежных стран – Канады, Беларуси, Монголии, Польши и других. В течение фестивальной недели гости смогли побывать не только на городских мероприятиях, но и отправиться в путешествие на полюс холода Аймикон. На гастрономическом конкурсе «Вкус Якутии» 11 участников ресторанов и кафе предложили 1056 блюд из специального сета со своим уникальным почерком, приготовленных из местных экологически чистых продуктов. В 2019 году фестиваль уже плотно укоренился в нашей жизни. В рамках мероприятия прошли уже традиционные праздники и события. Это конкурс «Строганина-2019», гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии», детский конкурс «Бриллиантовые нотки» и спортивные игры народов Севера. В 2020 году свои коррективы внесла пандемия. Фестиваль прошел в онлайн-формате, а организаторы дистанционно погрузили гостей и участников в предновогоднюю атмосферу Якутии. Одним из главных нововведений прошлого года стало то, что любой человек из любой точки мира мог стать гостем фестиваля в одно касание. Нужен был лишь только доступ в интернет. В основе концепции проведения праздничных мероприятий лежит идея объединения и обмена культурных ценностей народов Севера, но также и позиционирование города Якутска как культурной столицы арктической зоны. На протяжении 10 лет организаторы придумывают все новые и новые мероприятия, охватывая при этом огромное количество людей. Что же они придумали нам в следующем году, нам остается только ждать.